Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Министерство экономики Республики объявило о старте регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества». Проводят конкурс в рамках нацпроекта «Производительность труда». В этом году конкурс проходит не только среди предприятий и участников национального проекта, но и других организаций. О проведении регионального этапа конкурса, ну и в целом о нацпроекте «Производительность труда» расскажет гостья в студии Кира Алексеева, руководитель департамента стратегического управления. Кира Иннокентьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Министерство экономики Якутии является ответственным органом власти за реализацию нацпроекта «Производительность труда» в республике. Вот расскажите, какие результаты достигнуты на сегодня? Ну, Республика Саха-Якутия присоединилась к национальному проекту «Производительность труда» с 2020 года. Национальный проект помогает предприятиям России улучшить производство товаров, оптимизировать логистику и сбыт продукции. Здесь хочется обратить внимание на структуру проекта. У нас есть национальный проект «Производительность труда», целью которого является обеспечение 5% ежегодного увеличения производительности труда на предприятиях и несырьевых отраслей экономики, результаты по которому направляются высшему руководству страны. В свою очередь, национальный проект подразделяется на федеральные проекты, которые курируют федеральные структуры на федеральном уровне. И на федеральном уровне это федеральный центр компетенций по производительности труда. И он реализует всю работу по России и курирует. И дальше это все спускается в регионы. И в республике у нас действуют два региональных проекта. Это системные меры и адресные меры поддержки. И вот как раз-таки в рамках последнего у нас в 2021 году создан региональный центр компетенций по производительности труда в Республике Саха-Якутия. И он является единственным сертифицированным федеральным центром компетенций, оператором, который системно реализует проекты по повышению производительности труда в Республике Саха-Якутия. А на сегодня у нас над проектом охвачено 18 предприятий. Это отрасли транспорта, сельского хозяйства, строительства, обрабатывающего производства и торговли. А вот что из себя представляет понятие «бережливое производство»? Вот в чем его суть? Возможно, старшему поколению, которое сейчас нас смотрит, да, знаком такой предмет, как научная организация труда, который преподавался и который рассказывал и технически обосновывал, как должно быть устроено рабочее место на предприятии, какие должны быть взаимоотношения в цеху на предприятии, и экономически обосновывал, какие выгоды вообще вот от устройства такого удобного места на рабочем месте. Те инструменты, которые использует наш региональный центр компетенций, основаны на симбиозе отечественной научной школы, научной организации труда, восточной школы и западной школы. Со всех технологий мы постарались взять самое лучшее и даем ее нашим предприятиям, и все это создает инструмент, который мы используем на предприятиях в рамках нашего проекта сегодня. Суть в том, что специально обученный тренер, который имеет опыт, который понимает всю эту философию и методологию, приходит на предприятие и смотрит, каким образом можно оптимизировать производство на этом предприятии, да? Проводит анализ, обучает команду, которая работает на этом предприятии, выявляет проблемы. И, соответственно, проект в целом проводится таким образом, что в течение полугода мы работаем на самом предприятии. В течение 3 месяцев мы обучаем команду этого предприятия, и в течение 3 следующих месяцев мы реализуем проект на самом предприятии. То есть туда входит это анализ процессов, мы выявляем, какие там есть проблемы в этом предприятии, разрабатываем план действий по их устранению, и все это предоставляем заказчику, потому что именно руководство предприятия знает, да, какие процессы у него должны быть на предприятии, а каких вообще не должно быть. И наши специалисты являются только консультантами. Если кто-то испугается и подумает, что кто-то внешне придет и будет говорить, что вам нужно делать на предприятии, чего не нужно, то нет, это внешний эксперт. Он приходит, анализирует, и, как говорится, со стороны всегда виднее, да, что чего хватает, чего не хватает. И если человек обучен и знает методику, то со стороны видно еще лучше, мы так считаем. И, к примеру, можно отметить результаты якутского хлебокомбината, который увеличил выпуск продукции и выручки в прошлом году в 1,5 раза, и производительность труда на нем выросла на 10%. То есть это даже в 2 раза больше, чем мы планировали, в принципе, да, изначально. А вот как проходит обучение бережливому производству? Ну, с начала реализации нацпроекта порядка 430 сотрудников исполнительных органов власти и сотрудников предприятий прошли обучение инструментам повышения производительности труда.
И наша задача — это обучать сотрудников и обучать персонал. И более 150 сотрудников уже обучены на фабрике процессов. Это новый достаточно формат для республики. Он несет в себе практикоориентированный подход. Это когда приглашается действующая команда какой-нибудь организации, да, сотрудники, все приходят, и в игровой форме они заходят в реальный процесс. То есть перед ними ставится задача, к примеру, в течение 3 рабочих смен, длительностью 20 минут, например, каждая смена, да, они должны изготовить там, 10 единиц товара. И в первом раунде, когда они сталкиваются с проблемами, они считают, что это вообще невозможно. И понимают, что они не могут ее выполнить в срок. А потом здесь основное, чему мы учим людей, это выявление тех проблем, которые мешают достичь того результата, который перед ними поставлен. И после того, как они уже мозговым штурмом, под наставничеством наших тренеров проработают один раз, затем другой раз, то они уже выявляют ошибки, их устраняют и уже могут даже превысить тот результат, который они перед собой ставили в разы больше. То есть проблемы можно увидеть, в принципе, Да, их отодвинуть и идти дальше, да? К новым достижениям. Вот глава республики Саид Николаев в этом году объявил год труда. Вот в рамках нацпроекта «Производительность труда». Что будет сделано вот в этом году вашим министерством? В этом году мы планируем вообще вовлечь в нацпроект 6 дополнительных предприятий и обучить 75 сотрудников инструментам повышения производительности труда. Также мы проведем региональный этап конкурса, как вы уже заметили, да, лучшие практики наставничества. И, кроме того, мы еще в этом году планируем внедрить региональные меры поддержки для участников национального проекта «Производительность труда». Это будет льготное кредитование. Ну вот поговорим о региональном этапе конкурса «Лучшие практики наставничества». Да? Участники представят собственные корпоративные системы и практики наставничества своей компании. Вот расскажите об этом подробно. Да, действительно, у нас в республике стартовал этот конкурс. Он проводится уже не первый год. В этом году, как вы верно заметили, он расширен. То есть в нем могут принимать участие и другие организации, кроме участников нацпроекта. И вообще наставничество, оно не требует корпоративных инструментов и каких-то глобальных финансовых влияний, да, вливаний на подготовку персонала. Просто берется наставник, берется наставляемый, и они соединяются вместе, и таким образом этот тандем дает результат, когда собственник предприятия извлекает из этого прибыль. То есть, когда наставник подтягивает за собой молодое поколение. И мы работаем над тем сегодня, чтобы передовые практики наставничества тиражировать в Якутии, масштабировать, чтобы как можно больше организаций узнали о нем и внедряли у себя каждый день на работе. И конкурс поможет поощрить достижение талант наставников, будет способствовать дальнейшему распространению их опыта. А в каких номинациях будут соревноваться конкурсанты? В этом году у нас среди предприятий-участников предусмотрено 3 номинации. Это прорывные технологии повышения производительности труда. Также отдельная номинация у нас связана с привлечением молодежи. Это профессиональное развитие молодежи. Как сегодня ни для кого не секрет, да, что сейчас сложился некоторый дефицит кадров на рынке. И как раз-таки мы хотим увидеть те практики, которые используют предприятия, как они привлекают молодых специалистов к своей работе. Ну и 3-я номинация — это цифровые инновации на предприятии. Касается цифровых технологий, а именно использования больших данных, так называемых big data и искусственного интеллекта. И мы уверены, что на территории республики у нас существуют такие практики. Также есть у нас 2 номинации для предприятий, которые не являются участниками национального проекта. Это лучшие практики наставничества по повышению производительности труда и наставничество в социальной сфере. Будем рады, если предприятия примут участие и поделятся своим опытом в рамках этих номинаций. Кстати, расскажите, как можно принять участие предприятиям, которые не участвуют у нас в проекте? Заявки участники могут подать в Министерство экономики в электронной форме. И с более подробной информацией они могут ознакомиться на сайте Министерства экономики и в нашем телеграм-канале. Вот по каким критериям практики будут оцениваться проекты? И кто будет их оценивать? Заявки рассматривает экспертный совет. Туда входят представители органов исполнительной власти, организаций, предприятий и научного сообщества. В первую очередь при оценке проектов нам важны цифры и эффект от практики, то есть должна быть заложена их результативность. А второе, на что мы будем смотреть, это сколько денег заложено и потрачено на внедрение практики, и как это соотносится с тем эффектом, который получим мы в итоге от внедрения этой практики. Да? Также очень важна уникальность. То есть эта практика, она не должна быть распространена в каждом предприятии. То есть это должен быть какой-то уникальный свой опыт. Но при этом также практика должна быть тиражируемой.
То есть мы можем распространить ее по всей республике без значительных усилий. И также масштабируемой, то есть мы можем влить в нее как можно больше людей, количество людей, без ущерба для предприятий и без потерь их времени. Ну, теперь поговорим о временных рамках. Как долго будете принимать заявки и как скоро уже будете подводить итоги конкурса? Ну, конкурс, он объявлен 24 апреля, и мы планируем принимать заявки до 17 июня. Ну, как я уже сказала, да, для того, чтобы стать участником, нужно подать в электронной форме в Министерство экономики заявку. Там есть у нас определенная форма. Ну и все вот условия конкурса, они у нас на сайте вывешены, Министерство экономики, на официальном сайте и в телеграм-канале. Ну, какие дальнейшие шаги участников при условии победы в региональном конкурсе ожидаете? К чему можно выйти, к чему можно прийти? Ну, далее победители и призеры конкурса уже выходят на федеральный этап конкурса и будут принимать участие на российском конкурсе лучшей практики наставничества. Он у нас обычно проходит в ноябре месяце в городе Москва. То есть, получается, ищете лучшие практики, которые потом показать на всероссийском уровне, может быть, как-то масштабировать. И отправляем их в Москву, если у нас есть хорошие практики. Ну и приглашаем предприятия республики принять участие в нашем конкурсе. А на федеральном уровне конкурс это дальше будет идти вот какими темпами, какая у него основная цель федерального конкурса, можно сказать? На федеральном этапе лучшие практики, они будут масштабироваться уже по всей России. То есть это прекрасная возможность показать это возможность свой опыт. Показать свой опыт, уже себя, ну, как распиарить, да, может быть, свое предприятие. Это как очень, очень престижный конкурс. Ну что ж, Кира Никитьевна, желаем побольше достойных участников, лучших практик, конечно, чтобы их не было стыдно, как минимум, показать на всероссийском уровне. А еще желаем победить, конечно же, на всероссийском уровне с этим конкурсом. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.